Меня зовут Сергей Санхядов. Есть такая индейская мудрость. Когда ты родился, ты плакал, а мир вокруг тебя улыбался. Проживи жизнь так, чтобы, умирая, ты улыбался, а мир вокруг тебя плакал. В сегодняшних условиях для реализации этого посыла достаточно разбудить в себе родной язык и передать его своим детям так, чтобы они передали его дальше. Но реализация этого мешает не только глобальный приоритет материальных ценностей, но и локальные стереотипы, препятствующие непосредственному освоению родного языка. Остановлюсь сегодня на них, озвучив те, которые первыми приходят на ум. Так, первое. Язык надо выучить. Язык – это не таблица умножения, выучить его невозможно, его нужно просто пустить в себя. Известный полиглот Дмитрий Петров говорит об этом так. Мы изучаем язык, а язык изучает нас для того, чтобы понять, как лучше в нас войти. Что уж говорить о родном языке, уж он-то точно хочет в нас войти, главное этому не препятствовать, убрав ненужные барьеры. Второе. Надо мной будут смеяться. Во-первых, те, кто действительно хорошо знает бурятский язык, никогда не будут смеяться над попытками других его освоить. А во-вторых, говорите уверенно, и ваш собеседник не будет концентрироваться на ваших ошибках. Третье. Я не должен делать ошибки. Освоить язык, не делая ошибок, невозможно. Чем больше вы делаете ошибок, тем быстрее осваиваете язык. Четвертое. Бурятский язык можно освоить либо с детства, либо оказавшись в языковой среде. До 40 лет я не знал родной бурятский язык, но освоил его без какого-либо погружения в языковую среду. Сегодня много интересного контента на бурятском языке. Слушайте, что говорят, глазами воспринимайте эмоции говорящих, а потом повторяйте за ними. Вот, собственно, и языковая среда. Пятое. Начинать нужно с грамматики, произношения и словарного запаса. Грамматика – это всего лишь один из способов описания логики языка. Поэтому самый быстрый способ – начинать непосредственно с логики, используя грамматические термины как вспомогательные средства. А произношение и словарный запас – это всего лишь полезный побочный эффект от освоения и практического применения логики языка. Шестое. В бурятском языке нет логики. Смотрите короткие видеоролики на моем YouTube-канале, и вы легко убедитесь в обратном. Дахин узатра, парьте.